В Афганистане непростая ситуация в соседних государствах, на Ближнем Востоке, радикализм весь этот. Воздух трещит от напряжения. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Лукашенко рассказал о ситуации в Таджикистане. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Ведущее западное государство туда влезли, создали еще худшую ситуацию, нежели она там была. Ну, естественно, породили еще больший радикализм. Белорусский президент с сожалением отметил, что ситуация в Афганистане несет серьезную угрозу для Республики Таджикистан. Президент Беларуси Александр Лукашенко по возвращению с саммита ШОС в Душанбе поделился впечатлениями от визита. Он выступил на форуме «Символ единства» в Минске. Лукашенко рассказал, что Таджикистан необыкновенно красивая страна, но ее гражданам приходится бороться за каждый клочок плодородной земли. Я это говорю к тому, чтобы вы берегли то, что есть. Если мы только потеряем все, что мы имеем, беда, беды не миновать. Вы согласны с таким жестким заявлением? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Ведущее западное государство туда влезли, создали еще худшую ситуацию. Кто в этом виноват? Вот они и виноваты. Ну, отчасти, может быть, и мы, потому что мы так сидели и думали, что ну, нас это не касается и не коснется. А нет, все коснется. Страшная ситуация вокруг. Атмосфера, воздух трещит от этой напряженности на юге. Взорвался в очередной раз Афганистан. 1400 километров границы, как у нас с Украиной, у Таджикистана с Афганистаном, сказал белорусский лидер. Глава Беларуси посетовал, что истерзанная гражданской войной страна только начала восстанавливаться, и снова беда. Если позиция ШОС и ОДКБ будет консолидированы, то мы с этой ситуацией справимся и поможем и афганскому народу преодолеть эти все сложности и трудности. Но если на афганской скрипке будет каждый играть по-своему, быть беде. Как вам такое? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.